же концептуальный взгляд на себя, на русскую цивилизацию, это будет, безусловно, содействовать и способствовать внятности диалога, внятности отношений, потому что нельзя идти в будущее без внятности. И поэтому я счел для себя возможным в кругу настоящих ученых, я вижу на этом форуме выдающихся ученых, кого-то я знаю лично, из разных городов России, кого-то я книги просто или имена видел, когда занимался этим вопросом. И, конечно, я не ученый, поэтому сразу прошу прощения, мое выступление будет носить не академический характер, и, возможно, кому-то покажется чрезмерно публицистическим. Ну, у каждого своя специализация. Нескольких веков выступала Золотая Орда, который остается главным мифом в отношениях России, потому что главная проблема России, собственно говоря, это то, частью чего она является. Является ли Россия частью Европы, и тогда Азия нам враждебна. Или Россия является частью Евразии, и тогда нам враждебна Европа. Или Россия является самодостаточной цивилизацией, которая выстраивает, опираясь на собственные силы, чучхэ, такое русское, цивилизационное отношение и с тюркским миром, с миром Евразии и с миром Европы. Три позиции существуют в этом вопросе. Но давайте по сути. Приход армии Бату-хана не был праздником для России. И в русской памяти это осталось как огромная трагедия. Ну, то же самое было и с Хорезмом. Это не было праздником приход монголов, естественно, для жителей Центральной Азии. Первая война, война за распространение империи Ясы, так правильно, наверное, называть. Даже слово «империя» не точно, потому что империя — это латинское, западное слово, которое позволяет нам неверно, фальшиво взглянуть на то политическое устройство, которое создавал Темучин, который стал Чингисханом, в центр которого он поставил Борджигинов, свою семью, своих потомков, чингизидов. В общем, везде было примерно одинаково. Это был страшный удар, что в Самарканде, где я гулял по развалинам Афросиаба, где до сих пор люди не живут, что на территории Рязани, на территории Владимира и так далее. Поэтому в памяти русского народа монгольский удар 1237-38 года осталось как горе. И тут нет позитивных моментов, честно вам скажу. Наши города горели, наши люди гибли, и этот удар был мгновенный, сильный. Другое дело, у меня всегда возникал вопрос, ведь монголы явились не из ниоткуда. Рядом был Булгар, с которым теснейшие отношения, от Суздаля до Булгарии, там, не знаю, несколько сотен километров. И это были недалекие какие-то страны. У меня всегда был вопрос, неужели владимирские князья или рязанские князья не видели то, что собирается на берегах Идиля, то, что готовится ударить? Такая, конечно, беспечность, такое невнимание, оно поражает воображение. И тут есть историки, которые, наверное, дают ответ на этот вопрос, потому что касается Бату, то и Субудей, и Бату занимались стратегической разведкой, это уже точно. Они абсолютно точно знали династические отношения между князьями, отношения семей, они жили не вслепую. Русь для них была как будто прозрачная, когда они перешли, ударили по Рязани, они четко выбирали движение и понимали, что их блицкриг, потому что стоило им не взять хотя бы один город зимой, Владимир, например, как у них начался бы голод, потому что зимой зерно-то где брать для того, чтобы лошадей кормить? Только в городах. И это была, в принципе, очень авантюристический удар, мы это прекрасно понимаем, который не выглядит как системное завоевание, подобной войне, допустим, в Хорезме, подобной войне в Центральной Азии, где армии Чингисхана рассыпались, армии Джучи, отряды Джучи, Чингисхана, других рассыпались такими крыльями и просто забирали себе Центральную Азию, Хорезм. Удар по Руси выглядит как такой кинжальный удар
целью которого, на мой взгляд, я много думал на эту тему, было уничтожение политического руководства фактически. Удар наносился по политическим центрам, и это, если присмотреться к стратегии Чингисхана, было частью его стратегии в определенной части войн. Некоторые войны были тотальные войны, как война в Центральной Азии. Некоторые войны были с целью принуждения той территории и оставления там того политического руководства, которое было бы лояльно потом по отношению к великому хану во главе этой территории. Что, в принципе, и случилось на Руси, когда мы видим по итогу Александра Ярославича, известного как Александр Невский, который приступает к конструктивному сотрудничеству с Золотой Ордой, вплоть до того, что даже выступает против своих братьев, как известно, когда они проявляют достаточно иную принципиальную политическую позицию и вместе с темником Неврюем, как он назван в русской традиции, прошу прощения за неточное именование татарских имен, подавляются восстания в районе Переславля, то есть такого сердца как бы старой Руси, да, вот северо-восточной Руси не было. В отличие, кстати, от Киева, которого постигла совсем другая судьба. Ну, конечно, можно сказать, что Киев находился ближе к лесостепной зоне, но и Киев — это другое княжество. Надо разделять ведь Русь, надо разделять северо-восточную Русь, Владимирскую Русь, Рязанскую Русь, Русь Новгородскую и Галицкую. Тогда Даниил Галицкий тоже был человек, которого, между прочим, папа, я только не помню точно, историки пусть меня поправят, уже короновал. Только он его, наверное, короновал после монгольского удара, по-моему, в 50-е годы, там, 13-го, века. Но так или иначе, связи, разница фундаментальная была между северо-восточной Русью и западной Русью, Галицко-Киевской Русью, которая тяготела к католической церкви. И тут мы можем наблюдать определенную ясность политического взгляда, значит, ставки Бату и его подходов, который потом проявляется, в частности, и в отношении с черниговским князем, смерть которого, естественно, произошла не от неприятия каких-то шаманских обрядов, как это в летописи говорится, потому что, честно говоря, монголам было все равно на религиозные взгляды, у них, насколько я знаю, не было такого принципиального подхода, что такого можно было оскорбить в кострах там, или в шаманах, ну даже представить себе невозможно. Черниговский князь был убит из-за интриг политических, из-за неверной политики. Монголы очень хорошо понимали, я подозреваю, что в их ставке было немало русских на самом деле, которые разъясняли бы внутренние хитросплетения. Но я перехожу чуть дальше. Итак, первый удар в русской истории, в русском сознании остался как трагедия, как катастрофа. Да, у нас в современном русском менталитете мы связываем воедино Владимир и Рязань, потому что для нас сегодня это единая страна. Конечно, в 13 веке это были два, мягко выражаясь, враждующих государства. Да еще незадолго до монгольского нашествия под Юрьев-Польским была огромная битва лет за 20 между, значит, князьями корня Киевского, князьями корня Владимирского, смоленские полки были, там, где были убиты, ну, по некоторым оценкам, тысячи людей. Русские убивали друг друга до прихода монголов. Междоусобицы, феодальные усобицы вообще были отличительной чертой той эпохи, мы прекрасно знаем. Они были и в монгольской степи тоже, они были и в Европе, и на Руси. Это не было какой-то специфической оценкой Руси. Но я говорю о современном сознании. И так этот удар прошелся, остался подвиг Козельска, злого города, остался много чего другого, и потом наступает туман. Потому что вот история так называемого ига, то есть вассальных отношений русских князей и Новгорода, в котором не было князя, который был республикой, но который не был, на мой взгляд, в вассальных отношениях, был в отношениях, тут вы как историки лучше меня разъясните, значит, со ставкой великого хана. Так или иначе, значительная часть Руси, княжества, начинает согласовывать свою политику со ставкой великого хана. Будь это Бату, которым у Александра Ярославича, как мы
можем представить себе, были великолепные отношения личные, и они даже, ну, друзьями, наверное, вряд ли было, можно их назвать, но, в общем, судя по всему, Александр Невский был максимально комфортен для Батухана и как политик, и как человек, который проводил соответствующую политику. Что же хотели монголы, что же хотела ставка Золотой Орды от Руси? Денег? Я бы не сказал, что прямо какую-то страшную дань такую собирали с северо-восточной Руси, которая прямо вот как-то разоряла. Потому что мы видим, что возникает такой фактор, что на фоне отношений с Золотой Ордой начинают богатеть просто русские князья. Если бы дань была разорительна, то земля бы была разорена. Но наоборот, до Золотой Орды Москва маленький, малозаметный городочек на окраине Владимирского князя. Возникает Золотая Орда, и мы начинаем видеть такие имена, как Москва, Тверь. Поднимаются совсем новые города, причем они начинают говорить, вот хитрый Иван Калита какой, себе забирал часть зданий. Я думаю, если бы Иван Калита забирал бы себе часть здания, то его убили бы просто. Я даже не сомневаюсь, потому что такой обман великого хана был бы просто недопустим. Поэтому моя версия такая, что то, что он делал, было абсолютно с согласия ставки Золотой Орды. И поэтому мы видим такой симбиоз, который вот тут возникает проблема. В русской официальной у историков этот вопрос великолепно и изучен. Я прочитал десятки книг академических, серьезных по истории иго, но в публичном сознании эта тема представляется как чуть ли не князья и Даниил Московский, и Иван Калита, и, значит, те, кто были за ним, вплоть до Дмитрия Донского, чуть ли не какие-то подпольщики, понимаете, которые тайком от ставки Золотой Орды что-то такое себе там и народу в карман клали, а что-то такое вот отдавали, лишь бы уберечь землю родную, значит, от страшного такого вот нашествия. Но ничего такого не было. Мы видим вполне органичный симбиоз. Я даже больше того скажу, что если бы не Золотая Орда, то не было бы Руси. Потому что она была бы католическим просто пространством. Москва была бы побеждена бы Литвой, у меня просто нет сомнений. Новгород бы стал бы католическим, тем более, что недаром Иван Грозный потом, когда проводил репрессии в Новгороде, то обвинение же новгородцев было в том, что они хотели предаться туда, значит, под власть. И это естественно, потому что у Новгорода связи-то были с католическим миром, ближе всего с Ганзой, а Москва была, в принципе, достаточно, и Владимир до этого, мягко выражаясь, не самым дружественным пространством, еще даже с домонгольских времен для новгородцев. И известны эти жестокие сечи там, Андрея Боголюбского с новгородцами и так далее. Поэтому власть Золотой Орды, когда княжество Литовское, Литва сначала, Гедеминичи, князья из рода Жмуди, кстати, важный момент. Напомню, что христианство они приняли только в начале 15 века. Если русские князья приняли христианство вольно или невольно, я сейчас это не описываю, там на этот счет разные есть исследования о двоеверии русского народа, о том, что только знать была фактически христианской в городах, а население в селах продолжали поклоняться Перуну, Дашбогу, Сварогу, Мокоши и другим как бы родовым индоевропейским божествам, которые, ну, может, это и совмещалось с христианством, может, для народа Христос и Божья Матерь заняли также вот объективное такое же, как значение, но официально это династия Рюриковичей были христианами с 988 года, а литовская династия были сторонниками древней литовской веры. Священные дубы, князья литовские до Егайло, Витовт, и еще, значит, поклонялся, приносил жертвы в священных рощах. Большая часть подданных литовского княжества были православные князья. Это был парадокс Литвы. Это было достаточно интересное и сильное историческое формирование, политическое, очень мощное, гораздо мощнее Москвы, и в одиночку Москва бы с Литвой никогда не справилась. Потому что под властью Великого княжества Литовского
были не только города современной Беларуси и большей части Украины, а особенно если степная зона, но и такие города, как Смоленск, как Можайск, Чернигов. То есть граница Литвы, Литовского княжества, была в 100 километрах от Москвы. Вот когда даже в 17 веке Гришка Отрепьев бежал в Литву, ему надо было, как мне сейчас, из Москвы на такси вот просто отъехать, и я уже как бы за границей, понимаете, оказываюсь. И это был... Максим, скажите, пожалуйста, сколько вам времени еще надо, просто организаторы? 4 минуты. Хорошо. Я заканчиваю, подвожу как бы итог. То есть Москва в одиночку, ни Москва, ни Тверь, ни что-то еще не могли бы выстоять. Они стали бы католическими княжествами, католическими городами. Потому что Егайло, как мы знаем, принял, женившись на королеве Едвиге, польской принцессе, принял католицизм, и тогда сначала это так не называлось, но спустя какое-то время возникла Речь Посполитая. Могучее государство, одной из целей которого была, безусловно, экспансия на восток за счет католизации, подчинения Папе Римскому на население славянских территорий. И власть Золотой Орды, власть великого хана дала предел этому. Фактически шла борьба между Золотой Ордой, и Москва могла существовать как и подниматься как центр объединения русских земель только в союзе и под властью, ну не под властью, это не точное определение, в союзе с великим ханом. И с этой точки зрения вот эта тема в современном русском сознании, она не очень сильно отрефлексирована. Вот об этом надо говорить, что если бы первый удар, я резюмирую, это было страшно, 37-й, 38-й, 40-й год, безусловно, как и всякая война первая, но потом строительство государства Ясы, веротерпимость, которую демонстрировала Яса, более того, были определенные сдерживание экспансии, потому что экспансия католицизма, как я понимаю, она как бы воспринималась все-таки как экспансия враждебного, другого пространства цивилизационного. Я на территории монгольского, на территории Ясы, я не могу припомнить каких-то государств, которые были бы католического корня. Безусловно, может быть, какие-то отдельные были. Мы знаем, что в ставку великого хана приезжали монахи, посланники папы, но прямо народов католических не было. А православные, несториане, а армяне, безусловно, были. И поэтому мне кажется, что Золотая Орда великолепно понимала, что католическая церковь это не просто еще одно вероисповедание, вот одно еще как бы направление христианства, а это политический центр, который формирует империю, в которой там есть конфликт между императором, папой. Когда шли в Венгрию, я думаю, великолепно понимали, кто такой Фридрих Гогенштауфен, и разведка у них работала великолепно. Вы меня поправите, но мне кажется, что первого монгола, которого взяли европейские рыцари в плен под Балатоном, это был британский рыцарь, английский, который поступил через Кафу, через Крым, принял Ясу и был воином монгольской армии. Он говорил, я монгол, но он англичанин, был английский странствующий рыцарь, который там не нашел себя. То есть полно было инструментов и персоналей для понимания ситуации. Вот, итак, я подвожу итог. В русском понимании Золотой Орды есть четко зафиксирован сегодня ужас Первой войны 37-40 годов. И это постоянно как бы ретранслируется в истории, и в этом нельзя никого обвинять. Вы сами понимаете, что такие вещи, как бы, они остаются в летописи, и сказание о разорении земли Рязанской, это все-таки достаточно автохтонная вещь. Это не написанное в 16 веке польско-литовскими пропагандистами. А вот Иго, та версия, которую поддержал масон, либерал, западник и русофоб Карамзин, на мой взгляд, я так его обозначил, который относился к русскому народу как к полуживотным, понимаете, которых надо так воспитывать и подчинить власти Романовых. Ну иначе как это воспринять? Все, что он. Для него, конечно же, безусловно, свет, политические знания был на Западе.
был там. Поэтому вот эта версия Иго, которая возникла в польско-литовских кругах в 16 веке, 300-летнего страдания русского народа. Почему он страдал с точки зрения польско-литовских пропагандистов? Ну, потому что он не подчинялся польскому королю и не подчинялся папе римскому. Любой человек же должен страдать, когда он там не подчиняется папе римскому. Любой схизматик, любой христианин, который не считает папу там викарием Бога на земле, понимаете, и апостолом, и наследником Иисуса Христа, должен испытывать мучительные страдания. То есть здесь все логично. Я даже не обвиняю вот этих польских авторов, которые внесли эту тему Иго, которую подхватил Карамзин, собственно говоря. Но сегодня, мне кажется, нам не хватает в русском пространстве нормального, лояльного размышления о политических обстоятельствах возникновения великорусского государства с центром в Москве. Не возникло бы оно, если бы не было Золотой Орды. Такова диалектика истории. Все начиналось со страшного кошмара, ну, который, еще раз говорю, там нет позитивных моментов в 1937-1940 году, для нас, по крайней мере, для русских. Но, по крайней мере, такая память. Но потом начинается уже взгляд диалектический. Возникают политические центры, конкурирующие между собой. Москва и Тверь. Поднимается Москва. И уже в 15 веке такая ужасная Золотая Орда, такой ужасный Иго. Мы видим белокаменный огромный город в центре на Москва-реке, который размером превосходит Милан, который размером превосходит многие европейские города. И это, получается, возникло за 200 лет. Уже Дмитрий Донской строит белокаменный город. Не всякий европейский город мог похвастаться такими стенами, такой красотой, как Москва могла это сделать, понимаете? Поэтому современный взгляд, вот он таков, он более эмоциональный, и не хватает русскому пространству, интеллектуальному, политологическому взглядов на историческое, геополитическое возникновение связей Москвы и Сарая, Москвы и Золотой Орды. Не было бы Золотой Орды, не было бы современной России. Это тезис, которым я закончу. Спасибо.